Карлики Дуслар, Слам. Меня зовут Артемий Пельницын. Мен Москве удовлетворен университетінде география факультетында магистратурада ВКИ. Мне бірінші сарау. Мой первый вопрос вам. Кто любит путешествовать? Кому нравится выезжать за пределы Москвы или своего родного города чаще, чем раз в год? Есть такие? Что делать? Хлопать? Много, так. Поднимайте руки. И второй вопрос. Нравится ли вам путешествие на природе? Кому нравится, тоже поднимайте руки. Экологические, там, по горам, не только посидеть, полежать на пляже. Есть такие? Ага. Я, как студент, еще являюсь руководителем направления экспедиции в МГУ, в молодежном клубе Русского географического общества. И в следующие 10 минут я расскажу вам, как можно этим летом провести активный отдых вместе с РГО. Чем сейчас занимается молодежный клуб Русского географического общества и что это вообще такое? Это всероссийская организация, которая есть почти во всех регионах России. Она действует на базе университетов и школ и создана для того, чтобы объединить всю современную молодежь от 18 до 35 лет вокруг активного отдыха, вокруг активного туризма, вокруг вообще любых идей, ценностей, связанных с географией и с путешествиями. И в России сейчас больше 200 клубов молодежного клуба. Чем мы занимаемся? Наш клуб в МГУ занимается двумя направлениями. Первый, который вы можете поучаствовать с нами в Москве и Московской области. 5 основных направлений. Интеллектуальные игры, географические, однодневные экспедиции, которыми занимаюсь я по Московской области, квесты по Москве, которые будем скоро организовывать для тех, кто еще плохо познакомился с столицей, фотовыставки в МГУ и ненаучные семинары. Это, наверное, самое интересное, что есть, когда собираются студенты с такими серьезными лицами и начинают рассказывать смысл фразы «Не бойся Бога, бойся Таганрога». Ну так вот, чем занимаемся в России? Тоже 4 основными направлениями. Первое – это заповедное дело, где мы помогаем национальным паркам, заповедникам, занимаемся волонтерством для благоустройства территории. Также этим занимаются волонтерские школы, где помимо самого волонтерства еще есть образовательная часть, где каждый участник делится своим опытом с остальными. Географический диктант, наверное, слышали, когда каждый год проводится такой всероссийский тест на знание географии. И самое интересное для самых продвинутых — это полноценные экспедиции на 2 недели, на месяц, на 3 месяца на Курильские острова, Чукотку, Таймыр, Приморский край, Архангельскую, Калининградскую области, а также в Монголию и в Индию. Ну, в принципе, что рассказывать. Я думаю, что многим будет понятна эта карта, где проходят основные экспедиции. Вот карта за прошлый год, 22-й. Здесь есть не все, только то, что я лично вспомнил, скажу честно. Видно, что проходят они в самых интересных местах. Здесь есть и Арктика, Новая Земля, Дальний Восток, Курильские острова, Алтай, горы Кавказа. В общем, во всех самых природных, самых красивых, замечательных местах, в том числе в Татарстане. Я отдельно расскажу про волонтерскую школу на Алтае. Это для меня лично самое интересное мероприятие, которое проходило в прошлом году, прошлым летом, в Сулигемском национальном парке на границе Алтая и Монголии. Там есть такие, посреди степи, посреди гор стоят 3 очень привлекательных домика. Там есть база сотрудников национального парка, которым мы помогали на протяжении 10 дней облагораживать территорию. И чем вообще может заняться волонтер, чем можете заняться вы на этих экспедициях. По фотографии видно, что каждый занимается тем, чем хочет, и занимается тем, что умеет. Например, здесь художница наша создала на стене Алыла здание такой рисунок снежного барса, который там водится.
И теперь это считается одним из самых красивых мест вообще не только в национальном парке, но и в всем южном районе Алтая. Помимо этого, есть ребята, которые занимаются физическим трудом. Я, например, с коллегами ставил метеостанцию на высоте 3000 метров. Нужно было ее переставить с нижней части на гору повыше. Некоторые ставили забор, некоторые делали наблюдательные пункты за снежным барсом, некоторые фотоловушки делали. В общем, каждый, проявляя свой талант, занимается тем, чем хочет. И дальше представлю несколько фотографий, как это проходило на Алтае. Вот такая степь, заснеженные горы посередине июня, реки. На севере Алтая есть леса. В общем, за одну поездку, всего за 10 дней, нам удалось не только проехать всю республику, нам удалось посмотреть несколько природных зон, от лесов до высокогорных степей. И вообще эта дорога на Алтай считается одной из самых красивых в мире. Еще просто нам встречались по дороге такие замечательные животные, как, например, морал, архар, правда его рог только, и другие. В целом, эковолонтерство и многие другие мероприятия молодежного клуба состоят из 5 основных пунктов. Это уединение с природой, это активный отдых, когда просто некогда сидеть на месте, это помощь заповеднику, это, что очень важно, новые друзья, когда все очень объединяются быстро в команду и становятся очень дружелюбными. И миллион фотографий, это гарантированно у меня целый терабайт на Яндекс.Диске заполнен этими фотографиями. Что еще такое активный отдых с РГО? Это команда, природа, помощь на сохранение, это полевая жизнь. Ее очень часто не хватает многим активным ребятам в Москве. И четвертое, один из самых интересных пунктов, это покрытие расходов. То есть все ваше пребывание, весь ваш активный отдых оплачивается средствами молодежного клуба. Вы можете, неважно, хоть на 2 дня, хоть на 2 месяца, вы приезжаете на место, вы там помогаете заповеднику, вы там отдыхаете, и все это полностью оплачивается. То есть ваше лето экономит не только заряжает вас энергией, но экономит ваши средства очень сильно. Потому что доехать до таких мест, которые сейчас вам показал, это стоит сотни тысяч рублей, если не больше. Получается, среди расходов волонтер только за переезд платит, за перелет? Да, волонтер платит за переезд до мест. Какие есть мероприятия поближе, которые организуем мы в МГУ, мероприятия в Москве и в Подмосковье? 4 самых главных, наши текущие, наши будущие, в которых вы легко можете принять участие. Это однодневные экспедиции, исследование качества жизни в городах Московской области. Мы уже ездили с ребятами в Можайск, в Звенигород, и это такой формат проведения выходных, когда вы не просто как обычный турист приезжаете на экскурсию, смотрите одну достопримечательность, потом вторую, третью, обедаете, уезжаете домой. А это способ взглянуть на любой город глазами географа, как географ видит город и как он быстро понимает, осваивается. Это один из самых эффективных способов, наверное, вылечить топографический кретинизм, если у кого-то такой есть. Второй способ вылечить его — это квест по Москве для тех, кто пока что не хорошо знаком со столицей. Пока что это мероприятие организуется, планируется, мы набираем желающих и этим летом и осенью будем проводить. Третье, чего мы добиваемся очень долго, и там нужна действительно большая команда, это уникальное мероприятие, экскурсия на атомную электростанцию, например, в Курску, когда можно будет не просто зайти в музей, а зайти в сам энергоблок, вот в этот огромный холл, где стоит реактор, полностью безопасный, и посмотреть своими глазами, там, потрогать, как действует одно из самых крупных энергетических сооружений в мире. И четвертое — это ночь географии, когда все молодежные клубы собираются на своих площадках и организуют
и весь вечер, и всю ночь те мероприятия, те активности, которые они могут. Ну, в том числе конкурс звезды, если их в этот день и ночь видно. Кого мы среди вас особенно ждем? Во-первых, это студенты, выпускники, естественно, научных направлений и те, кто хорошо понимают не только в таком простом восприятии, а именно больше в научном, природу, может быть, даже социально-экономические процессы. Поэтому социологи, урбанисты, но экономисты тоже очень важны для проведения городских исследований. Я думаю, им понравится. Мы там проводим многие обучающие мероприятия. Третье, конечно, несомненно, это фотографы, видеографы для вашего портфолио и вообще для того, чтобы своими глазами, особенно с квадрокоптера, будет вообще замечательно посмотреть на те красоты, куда большинство людей, большинство россиян невозможно добраться, например, на Чукотку или на Курильские острова, подножие вулкана. Четвертое, студенты медицинских вузов, которые могут тренироваться для оказания первой помощи и здесь я не указал. Пятый, очень интересный, очень широкий тип занятий, тип профессии, это повара, которых просто, не буду скрывать, отбирают всех с руками, чтобы они помогали организовать полевую кухню и из того, что имеется, из всех простых продуктов, сделать лучший завтрак, обед, ужин для своих друзей, для большой компании. Я не буду долго занимать ваше время, и если вы хотите больше узнать о молодежном клубе РГО, о нашей деятельности в МГУ, можете потом пройти по ссылке или подойти ко мне, я отвечу на ваши вопросы. Спасибо.